Привет, друзья! Как ваши дела? С вами сегодня Иванов Юлиан, и мы поговорим сегодня про расстояние и немного затронем тему упреждения. Давайте посмотрим. На охоте очень важно, ребята, тренировать глазомер. О чем это говорит? Правильно, о расстояниях. Когда мы примерно подразумеваем и рассчитываем, принимаем решение расстояние до мишени. Допустим, вот этот флажок, о чем это говорит? Давайте посчитаем. От камеры до меня приблизительно 4 метра. Здесь 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 30 метров. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 метров. Мы стреляем на расстоянии 30-40 метров в компакт-спортинге. На охоте расстояния могут доходить до 50. 60 это уже 70. Конечно, может быть на рану эффективно, но вероятность подранков увеличивается. Поэтому стрелять на далекие расстояния нежелательно. О чем сегодня я хотел переговорить, ребят? О том, что вот я подготовил глазомер, тренирую глазомер. Человек стреляет на близкой дистанции в мишень, на средних дистанциях он стреляет в упреждение, так называемая дорожка или путь, который условно человек прорисовывает, когда летит мишень. Она неосязаемая, но примерно человек воображает линию, где производит выстрел в пустоту, именно в эту дорожку. И эта дорожка, она у нас абстрактная, ребята, то есть ее нельзя тактильно нащупать. И чем дальше расстояние, чем человек натренировал свой глазомер, он может управлять стрельбой, чтобы можно было попадать по мишени. Друзья, если вы стреляете и до сих пор используете стандартный приклад, и у вас ничего не получается, и у меня для вас отличная новость. Мы уже несколько лет делаем индивидуальные приклады под каждого стрелка, с учетом вашей анатомии, роста, длины. Все это подбирается по вашим меркам. И все это делается, ребята, по онлайн. Вам не надо встречаться со мной, брать открепления и приезжать сюда с ружьями. И как следствие, попадание возрастает. Мы работаем сегодня под брендом Якут Снайпер. Если вам интересно, напишите мне в WhatsApp. Ссылка под описанием под этим видео. Я расскажу вам подробнее, и мы вам поможем подобрать оптимальный вариант. Близкий он стреляет в мишень практически. Среднее упреждение чуть может быть меньше, в зависимости от скорости вкладки и выхода на мишень. А также далекие мишени там на 40, на 50 метров. И если мишень летит очень быстро, то, соответственно, упреждение будет больше. Бывает до 10 метров, ребята. Это на очень большие расстояния, когда мы стреляем. Фитаск спорт, это не компакт спортинг, где мишени можно стрелять практически даже на 70 метров, накрутив дульные сужения. Но хотя, если не уходить про дульные сужения, 0,5-0,5 делает вещи. Я, например, никогда не меняю свои чоки. У меня вопрос именно восприятия мишени. Так вот, ребята, восприятие мишени заключается в том, что человек должен знать, натренировать именно свой глазомер, чтобы он мог подразумевать, где дробь сойдется с мишенью. Если это близкое расстояние, он стреляет мишень. Если средняя дистанция, он чуть-чуть от мишени, он сам осознанно отходит от нее столько, сколько нужно, примерно уравняв скорость. А если далекая мишень, он никогда не попадет в мишень, если он будет стрелять по мишени. Поэтому нам нужно тренировать, ребята, глазомер. Для этого нужно знать расстояние, друзья, расстояние. Отметьте эти флажки приблизительно на расстоянии 10, 20, 30, 40. Мы тренировали это обычно, когда ходили на гуся, потому что гусь очень большой. И когда стреляешь по гусю, там 70 метров или 80 метров. А гусь кажется, что вот-вот он подлетел. Поэтому всегда нужно допускать на хорошие расстояния, эффективные расстояния, чтобы можно было быть эффективным. Ребята, такое вот видео. Ставьте лайки, подписывайтесь. Если было полезно, увидимся.